Пишем в комментарии. И еще напишите, вы предприниматель, еще вы не начали предпринимательство, тогда напишите 0. Если вы уже действующий предприниматель, но небольшой бизнес, напишите 1. Небольшой бизнес – это когда до 5 сотрудников. Если у вас больше 5 сотрудников, напишите 2. 0, 1, 2. Если вы еще не начавший предприниматель, 0. Если уже действующий, но маленький бизнес, 1. Если больше 5 сотрудников, напишите 2. Почему это важно? Потому что мы сейчас будем рассматривать в разные темы. 0, 2. Оксана Плащина, привет. Здесь моя мама. Иркутск, 1, 1, 2. Хорошо. Пишите город откуда, либо ВУЗ, и насколько большой у вас бизнес. Так, с чего мы начнем? Мы начнем с понимания, упрощенно, как предприниматель обычно развивается. Здесь, к сожалению, у меня на флипчарте все зеркально видно, поэтому я буду писать зеркально. Вы суть поймете, просто для вас это будет видно немножко зеркально. Так, первый уровень развития предпринимателя. Вообще, все равно предпринимателями сразу не становится, начинает развиваться поэтапно. Первый уровень вообще развития человека мы сейчас разделим на 2 части. Это работа по найму, найм, и свое дело как предприятие, свое дело, свой бизнес. Так, я все-таки поставлю вот так, чтобы флипчарт полностью было видно. Здесь оно вам не видно, да? Так, оказывается, платформа Webinar.ru не подходит под флипчарт. Вот так видно же, да? Хорошо. Так, либо развитие по найму, либо свое дело. Здесь обычно как развиваются люди. Сначала уровень специалист. Специалист. Это человек, который в своей специальности очень хорошо разбирается, и он знает все в своей области и может считаться самым лучшим специалистом в городе, в Улусе, либо в республике. Условно скажем, самый лучший врач, самый лучший программист, самый лучший бухгалтер, самый лучший продавец, самый лучший грузчик, водитель и так далее. То есть уровень специалиста. Этот человек, если он в своей области очень хорошо разбирается, он может вырасти дальше. Он может вырасти дальше либо по найму, либо может вырасти сюда. Открыть свое дело. Кем он может стать, если открывает свое дело? Это уровень самозанятый. Самозанятый предприниматель. Самозанятый. Что такое уровень самозанятый? Это когда человек сам всем занимается. То есть он пока не предприниматель в обширном его понимании, он пока самозанятый. Например, это что может быть? Специалист раньше работал в салоне красоты и очень хорошо делал маникюр, педикюр, краска и так далее, например, да? Краска, покраска. И он постепенно уже стал самой лучшей мастерицей в салоне красоты и уходит с основной работы и сама занимается уже как маникюр, педикюр на дому, допустим. Уже на дому у себя принимает клиентов и сама занимается всеми процессами. То есть если в салоне красоты она сама занималась, и она была узкой специалистом, только делала, красила, то она, когда самозанятая, уже сама ищет клиентов, сама занимается упрощенной бухгалтерией, в налоговую обращается, то есть всем уже сама контролирует. И сама же себя нанимает как специалиста, то есть всем сама ведет. Это уровень самозанятый. Считается, что самозанятый может зарабатывать до 100 тысяч в месяц. До 100 тысяч. Хороший самозанятый. Что это означает? У меня есть много знакомых, которые как мастера, эксперты работают как самозанятые и очень хорошо зарабатывают. Например,
условно кондитеры, тортофеи на дому, которые вот пекут торты, сами все делают, и, в принципе, многие зарабатывают 100 тысяч, 150, 200. То есть нормально совсем справляются, сами набирают клиентуру и все сами делают. И 100-150 зарабатывают. 100-150 тысяч самозанятых. Далее идет развитие на второй уровень. Это специалист самозанятый, это первый уровень. Второй уровень – это руководитель. Например, специалист, он думает либо пойти как самозанятый, либо развиваться по найму внутри организации. Второй уровень – руководитель. Руководитель. Что это означает? Это человек, который руководит специалистами. При этом человек, который не просто на бумаге руководитель, а человек, который под собой выращивает очень крутых специалистов, которые очень хорошо справляются со своим делом. Руководитель, который очень хорошо справляется с тем, чтобы все специалисты под ними росли и очень хорошо справлялись со своим делом. Например, руководитель отдела продаж, допустим, да, это он сам не продает, он работает с продавцами и делает так, чтобы их продавцы очень хорошо работали и поднимали продажи. Например, руководитель отдела финансов, бухгалтерии. Это человек, который сам все не считает, а делает так, чтобы под ним все финансисты, бухгалтера очень хорошо считали все показатели, чтобы отчетность была очень четкая, например. Это руководитель контролирует специалистов. При этом здесь давайте еще раз проясним, кто такой хороший руководитель, хороший специалист. Это на самом деле кажется, что все просто, но на самом деле, если покопаться, то здесь не все являются хорошими руководителями и специалистами. Вот человек, который хорошо справляется со своей специальностью, это человек, который, как сказать, полностью берет ответственность на своей работе. Ответственность. Здесь мы разберем слово ответственность. У слова ответственности много есть определений. Самое простое определение, которое мне очень сильно нравится, это способность быть причиной. Способность быть причиной. Что это означает? Способность быть причиной. Это человек уже полностью причина в своей области, в своей узкой теме. Например, самый хороший продавец, самый хороший финансист, самый хороший там кондитер и так далее. То есть он полностью причина. Что такое причина? Есть понятие причина и следствие. Следствие. Есть люди, которые всегда оправдываются, они всегда являются следствием. То есть они всегда находят причину, которая от них не зависит. Например, говорят, я не могу там справиться с финансами, там в данные мне кидали, я не могу справиться там с продажами, потому что кризис, не сезон, я не могу сделать так, чтобы печь лучшие торты, потому что не хватает ингредиентов, например. Он уже не причина, он следствие, потому что он ищет другие причины. Он уже не ответственный за свою зону. Если человек высоко ответственен за свою зону, он становится причиной. То есть он уже полностью справляется со своей зоной и уже делает все для того, чтобы конкретно справляться со своей специализацией. Хороший специалист, который не зависит от внешних факторов, а всегда становится ответственным полностью, является причиной своей области. Не все специалисты являются хорошими специалистами. Хороший специалист – это тот человек, который очень хорошо справляется со своей специализацией. Он полностью там справляется. То есть, если он даже продает, он уже очень хорошо продает. Он знает все тонкости продаж, психологию клиентов, все делает так для того, чтобы обслужить максимально хорошо клиента, чтобы было больше продаж и довольных клиентов. Хороший финансист, он полностью разбирается в своей области и свою специализацию знает очень хорошо. Он причина в своей области. Он не следствие, он не обвиняет других людей, что у него не получилось. Хороший кондитер, хороший там шеф-повар и так далее, он полностью знает всю внутреннюю кухню и уже является причиной, чтобы его работа была самой наилучшей в городе. Он причина, он не следствие. На самом деле очень мало людей являются хорошими специалистами. На самом деле очень мало людей
даже не хотят быть хорошими специалистами. То есть даже не будучи хорошими специалистами, они сразу хотят стать руководителями, директорами, либо там быть самозанятым. Это не у всех получается, потому что они даже на этом этапе еще не стали хорошим специалистом. Даже не разобрались на этом этапе. Перед этим, как понять уровень специалист, человек-специалист, если он хороший специалист? Как понять, может ли он открыть свое дело как самозанятый? Это очень просто определить, если его работодатель ему предлагает стать руководителем. Он говорит: слушай, ты очень хорошо справляешься со своим делом, давай ты станешь руководителем. Будешь руководить всем отделом, например. Это уже означает о том, что либо вы можете стать самозанятым, потому что вы ответственный человек за свое дело, либо вы можете вырасти до руководителя. Не всем предлагают стать руководителем. Это означает о том, что вы не очень ответственны даже за узкую специальность, и, возможно, у вас не получится на пути самозанятый, потому что там очень много бывает причин для того, чтобы не преуспеть по рекламе, по финансам, по клиентам. И вдруг вы там не справитесь, хотя вы даже здесь не справились. Вы не являетесь причиной здесь, возможно, и здесь не будете причиной. Это уровень специалиста. При этом не все люди, вырастая со специалистов как руководитель, справляются со своей функцией как руководитель. Хороший руководитель – это тот человек, который является причиной для того, чтобы под ними все специалисты стали хорошими специалистами. Это на самом деле очень сложная функция – быть руководителем. Не все справляются с тем, чтобы все специалисты были хорошими специалистами. Как понять, вы руководитель хороший или нет? Если у вас, например, есть ваши сотрудники, все ли они вырастают, скажем, за 1, 2, 3 года? Все ли они становятся хорошими специалистами? Если они не выросли, значит, вы не очень хороший руководитель. Если они на ваших глазах растут и очень ответственные люди, если их уже пытаются привлечь с разных организаций к себе, значит, вы справились со своим делом. Вы делаете все для того, чтобы под вами все ваши сотрудники развивались. Это хороший руководитель. При этом есть много руководителей, которые просто на бумаге руководители, а по факту всегда обвиняют своих специалистов, что не справляют и все такое, там ругают, но их сотрудники не вырастают. Это означает о том, что за функцию руководитель они не стали причиной. Они уже они сами стали следствием, они находят причину, почему их работа не получается, потому что работники плохие, потому что там кризис, потому что нету там хороших работников, молодежь стала ленивой и так далее. То есть он уже как следствие. Он не делает все для того, чтобы под ними люди росли. Таких людей очень мало, и все компании, предприятия хотят найти хороших руководителей. Это второй уровень, уровень руководитель. И, допустим, вы справились со вторым уровнем. Вы стали очень хорошим руководителем. Тогда вы можете развиваться либо как открыть свое дело. Так вам хорошо видно, да? Все, допустим, видно. Открыть свое дело как предприниматель. Предприниматель. Что такое уровень предприниматель? Это тот человек, который всем самостоятельно не занимается, самозанятый, это сам занимается всем. То есть он работает один, либо максимум 2-3 помощника. А предприниматель – это человек, который предпринимает, то есть предприниматель принимает важные решения. То есть он уже слишком в текучки не залезает, слишком по-ручному не управляет внутренние процессы. Он уже руководит хорошими специалистами. Самозанятый и предприниматель – это человек, который руководит специалистами вместо руководителя. При этом предприниматель это все равно принимает важные решения самостоятельно по основным важным функциям. Он сам набирает персонал, занимается обучением персонала, сам запускает рекламу, сам считает финансы, то есть все делает самостоятельно. И обычно у хороших предпринимателей бывает до 7 сотрудников. До 7 сотрудников.
Хороший руководитель тоже до 7 сотрудников. Почему 7? Потому что считается, что один человек не может контролировать слишком много сотрудников. Максимум 7 сотрудников он может контролировать эффективно. Руководитель, предприниматель до 7 сотрудников, которых очень хорошо справляется со своим делом. До 7. Если у вас в коллективе, скажем, 20 сотрудников, из них только 5 хорошие специалисты, остальные там большая текучка и так далее, то вы, возможно, только на уровне предпринимателя, потому что у вас только 7 хороших специалистов. И считается, что хороший предприниматель может зарабатывать 300 тысяч в месяц. То есть может себе уже зарабатывать как в прибыли, как зарплата себе 100 тысяч. Потому что он уже справляет. То есть в чем отличие от самозанятого? Он уже справляется с большим количеством клиентов. Самозанятый он сам все делает, а предприниматель уже через своих сотрудников уже обслуживает много клиентов. И он уже может зарабатывать 300 тысяч. Есть большое количество предпринимателей, которые зарабатывают меньше. Например, есть 10 сотрудников, зарабатывает 70 тысяч. Что это означает? Он до сих пор на этапе самозанятый. То есть он до сих пор все равно сам все делает. Он не нашел хороших специалистов. Он даже не может вырастить хороших специалистов, и все равно все важные функции все сам делает. В итоге он еще даже не стал предпринимателем, хотя сотрудников больше, возможно, доходы большие, а прибыли мало. Он до сих пор на уровне самозанятый. И ему, чтобы вырасти дальше, нужно очень хорошо справиться со специалистами и постепенно вырастать. Не всем людям возможно быстро стать предпринимателем. Все равно нужно либо вырасти по найму как хороший руководитель, либо как самозанятый тоже сначала справиться там и потом постепенно расти. Есть много ошибок таких, что человек сразу пытается сюда залезть, и у него там не получается. И в итоге из-за этого предприятие может закрыться. Что дальше? Допустим, человек, руководитель, не хочет стать предпринимателем, точнее, допустим, он не хочет рисковать, может развиваться по найму. Это третий уровень. Третий уровень. Какой? Директор. Уровень директор. Уровень директор. В чем отличие от руководителя? Директор, он специалистами не контролирует, он контролирует руководителей. То есть у него есть заместители, которые контролируют за специалистами. Это человек, который стал причиной для того, то есть он полностью ответственен за то, чтобы под ним были очень хорошие руководители. Понятно, да? То есть это человек, который директор, делает все для того, чтобы под ним были очень крутые руководители, под которыми всегда растут специалисты. Этот навык гораздо сложнее. Это человек, который может справляться со сложными вещами, со сложными процессами, контролирует все от начала до конца. Он и отдел рекламы, там, допустим, работает 5 человек, и отдел там персонала, там работает 3 человека, и отдел финансов 7 человек. То есть он все контролирует и знает все от начала до конца. Уровень директора. Считается, что уровень директора это когда где-то 49 сотрудников. То есть если предприятие небольшое, это неполноценный директор. Он не может все зоны покрывать. Почему именно 49? Потому что считается, что в хороших организациях есть 7 отделов: персонал, реклама, снабжение, качество и так далее. И в каждом из них должно быть где-то в среднем по 7 сотрудников. 7 на 7 – 49. То есть у директора 7 заместителей, например, и у каждого заместителя есть 7 сотрудников, специалистов. 49 сотрудников. Если компания небольшая, то он не может себе обеспечить полноценного директора. То есть если сотрудников только 10 у предпринимателя, он не может себе взять директора по найму, потому что не хватает тупо доходов и прибыли для того, чтобы обеспечивать полноценного директора. При этом бывают компании, у которых там 100 сотрудников, есть директор, но он не справляется со всем делом. То есть у этого директора там 100 человек, из них только 3 эффективных руководителя
и у каждого там только по одному-две хороших специалиста. И очень большая текучка, и всегда большие неэффективности по всей деятельности от начала до конца. Значит, этот директор не справляется со своим делом. Директор. Все хотят к себе в партнерство, либо все предприниматели, бизнесмены хотят себе взять хорошего директора, и таких людей очень мало. Это очень сложный навык. Мне кажется, в Якутии там в пределах 100, наверное, людей таких есть. То есть это очень сложный навык управлять от начала до конца и быть причиной для того, чтобы компания развивалась. Уровень директор. Далее директор может развиваться либо сюда, либо сюда. Если он развивается, как свое дело открывает, он может стать на уровень бизнесмен. Что такое бизнесмен? Бизнесмен – это предприниматель, у которого уже больше 49 сотрудников. Почему так? Потому что предприниматель все-таки сам все делает. Он сам рекламу делает, финансы, найм персонала, все контролирует сам. А бизнесмен, он нанимает крутых руководителей, которые работают со специалистами. Только настоящий бизнесмен может позволить себе много хороших заместителей. Если компания маленькая, то хорошие руководители, заместители к нему не придут, потому что они могут обеспечить хорошие зарплаты. Бизнесмен – это тот уровень, когда этот человек справляется со всеми процессами и под себя находит очень крутых руководителей, либо выращивается со уровня специалист хороших руководителей, либо. Это очень сложный навык, это все контролировать от начала до конца. И таких настоящих бизнесов очень мало. Есть много предпринимателей, у которых там 3, 5, 10, 20 сотрудников, они являются предпринимателями. А настоящий бизнесмен – это тот человек, который имеет большую команду, крутой коллектив, который там имеет очень большие обороты для этого. Чтобы обеспечить зарплаты минимально 49 сотрудников, конечно же, должны быть большие доходы, большие обороты. И здесь этот предприниматель и бизнесмен уже может зарабатывать больше 1 миллиона в месяц. Больше 1 миллиона. И здесь, наверное, вы уже поняли, что развитие может идти вот таким образом, что есть любой специалист может постепенно стать руководителем, директором, а потом стать бизнесменом, открыть свое дело. Либо человек может со специалиста пойти как самозанятый, потом предприниматель, и потом постепенно вырастает до бизнесмена. Сразу стать хорошим, крутым бизнесменом либо сложно, либо невозможно. Быстро так стать невозможно. Поэтому люди развиваются поэтапно, постепенно. Что дальше? Дальше, если директор не хочет открывать свой бизнес, он может стать совладельцем. Я знаю очень много случаев, когда человек по найму становился совладельцем. Совладелец. Например, у нас сейчас проходит обучение холдинг Скрипина. У нас по каждую неделю проводим разные семинары обучения и консультируем наших клиентов. У нас холдинг Скрипина, у них несколько ресторанов, кондитерских. Они у нас проходят обучение. Там Татьяна Александровна Тымырова, она была сначала по найму специалистом. Это вообще после студенчества сразу. Потом была руководителем цеха, по-моему. Потом уже стала исполнительным директором. А потом уже владелец предложил партнерство, работать вместе, как совладелец. Хороших директоров никто не хочет упускать. Поэтому, чтобы их оставить, чтобы работать вместе на долгую, могут предложить партнерство, как совладение, работать вместе. Если хорошему директору не дают долю, он иногда 1, 2, 3 года поработает, потом открывает свое дело, либо кто-то другой предлагает работать в партнерстве. Потому что уже слишком долго работать хорошему директору, по найму уже неинтересно.
потому что компания должна развиваться, и директор тоже должен развиваться вместе с ним. Уровень совладелец. При этом, если уровень совладелец, бизнесмен может дальше развиваться как инвестор. Это тоже другой уровень. Инвестор. Что это означает уровень инвестор? Инвестор – это человек, который вкладывает минимально в 7 разных предприятий, разных бизнесов. 7 разных бизнесов. Это человек, у которого есть хороший день, сумма капитала, и он может вкладывать. При этом бизнесмен, инвестор, это если он вложил только в один бизнес, он до сих пор является бизнесменом, он зависит от одного бизнеса. А настоящий инвестор, он должен вкладывать в разные бизнесы и не зависеть только от одного бизнеса. Из 7, конечно, не все преуспеют, допустим, там 3 обанкротятся и 4 могут выстрелить. И тогда он будет уже иметь хорошие деньги. Инвестор. Инвестор – это очень рискованное дело. Можно вложить не туда. Допустим, из 7 вложений там 6 обанкротится, а 1 только останется на плаву, и в итоге можно пойти в сильный минус. Инвестор. Это очень тоже сложный навык, понимать, куда вкладывать, в какие бизнесы, в каких бизнесменов, людей. Это очень сложный навык. И там очень большие деньги крутятся. Инвестор. Инвестор вкладывает в бизнесменов. То есть он вкладывает в те предприятия, которые имеют потенциал, рынок которых будет расти, и смотрит не конкретно бизнес-план, а смотрит бизнесменов. Этот человек сможет ли выстроить такой бизнес, чтобы он стал причиной для того, чтобы под ним были очень хорошие руководители и под ним были очень хорошие специалисты. Способен ли он для этого делать все возможное, все зависящее для этого? Сможет ли он с этим справиться? Итого, таким образом у нас 4 этапа. Вот этот 4-й этап, совладелец, наемный директор может постепенно стать совладельцем и постепенно стать инвестором. Такие случаи у нас в Якутии очень мало, но по идее в Москве, если посмотрите, либо в Америке, и в Европе таких много примеров. Человек иногда развивается как специалист, потом руководитель, директор, совладелец и постепенно становится инвестором. Наверное, вы смотрели, вот недавно вышел список Forbes, в наемные директора, у которых больше всего доли там 3% акций, 5% акций, 10% акций, там Сибур, там Мегафон и так далее, у них там очень хорошие доли. Это доли там 100 миллионов долларов. Это очень, в рублях это миллиарды. Они могут, будучи хорошим директором, стать совладельцем, иметь очень хороший капитал, очень хорошие деньги. Потому что никто их не хочет упускать. Потом уже, если этот директор настолько хорошо вырастет, он может уже постепенно вкладывать в другие бизнесы. Есть таких 4 этапа развития бизнеса. 4 этапа. И вопрос, может ли специалист сразу стать хорошим инвестором? Напишите в комментарии, что вы думаете. Можно ли сразу быстро во всем преуспеть? Некоторые даже не являются хорошими специалистами и хотят сразу стать инвесторами. Там Сахай инвестор, там Кэшбери, туда-сюда. Конечно, сразу быстро перескочить невозможно, потому что каждый этап, он очень сложный и имеет свои плюсы и минусы. Большинство людей, к сожалению, не являются даже хорошими специалистами. Большинство, наверное, ваших сотрудников до сих пор не являются хорошими специалистами. Как понять, вы хороший специалист или нет, когда ваш руководитель вам предлагает стать руководителем отдела? Тогда можно сказать, что вы хороший специалист. Тогда это означает сигнал о том, чтобы вы можете стать либо самозанятым, либо развиваться здесь как руководитель. А потом, если вы, допустим, стали руководителем, как понять, сможете ли вы стать хорошим предпринимателем, когда вам говорят, станьте директором предприятия? Тогда, возможно, вы можете открывать свой бизнес как предпринимательство. Если вы стали очень хорошим директором,
как понять, вы стали хорошим директором или нет, если ваш работодатель предлагает вам партнерство работать в доле. Тогда вы уже стали хорошим директором и можете работать как бизнесмен. Можно развиваться так, а можно развиваться в эту сторону. Можно, даже не будучи хорошим специалистом, стать самозанятым, но, к сожалению, большинство таких людей очень долгое время здесь совершает очень много ошибок, уходит в минус и даже не будучи хорошим самозанятым, обратно возвращается сюда. Лучше вначале без больших рисков стать хорошим работником здесь, потом перейти сюда, либо сюда. Если вы стали самозанятым, как понять, вы сможете стать предпринимателем или нет? Если вы зарабатываете 100 тысяч в месяц прибыли, то уже спокойно можно идти на следующий этап. Нанимать персонал, рисковать большими деньгами, кредит брать не стоит, пока именно со своих денег постепенно расти, стать хорошим предпринимателем. При этом, как понять, стоит ли брать кредиты, это когда вы на уровне предприниматель, у вас уже есть коллектив 7 человек, они очень хорошо работают, верны вам и будут идти до конца и вместе развивать вашу компанию. Если у вас есть 7 хороших специалистов, сотрудников, и вы уже зарабатываете 300 тысяч, то тогда это уже сигнал о том, что можете идти дальше. Можете уже, возможно, взять кредит на то, чтобы уже выстроить хороший бизнес, большой бизнес, и постепенно набирать все больше и больше сотрудников. Допустим, у меня родители здесь, по-моему, моя мама, Оксана Афанасьевна, они как развивались. Например, отец сначала был специалистом, работал по найму, потом руководителем, потом директором молокозавода, потом параллельно он был самозанятым, ну, как коммерсант работал. То есть он сам все продавал, сам все возил, сам все считал финансы, вместе с мамой работали. И потом постепенно уже набирали персонал, уже больше магазин, купили помещение для магазина, и потом постепенно выстроили бизнес. Бизнес такой, что уже могут себе позволить зарплату для 60 сотрудников, не только зарплату, еще уже белую зарплату, все официально, трудоустроено, уже могут уже здесь гарантировать. Все идет поэтапно, постепенно. И поэтапно, постепенно люди могут так расти. Есть много историй у нас в России развития таким образом. Есть много историй, которые развивались специалист, руководитель, директор, потом как становились предпринимателями. Лучше, ну, я как считаю, лучше сначала стать здесь по найму хорошим сотрудником, и потом уже, имея навык руководства, финансового расчета, там, рекламное привлечение, развивать свое дело. Почему? Потому что свое дело это все равно большие риски. Это большие риски. А работа по найму это очень хороший опыт. Что это означает? Хороший опыт. Люди, работая по найму, они не рискуют своими деньгами. Они уже за счет других денег набираются опыта по рекламе, по продажам, по финансам, по всем процессам, по руководству людьми и так далее, набирается здесь опыта. За счет других денег еще за это получает зарплату. И когда вы уже здесь получили хороший навык, уже гарантированно знаете, что вы справитесь, можете постепенно вот сюда развиваться. Например, вот один из наших клиентов, Мария Батаровна, у нее тоже вот рестораны, это Шашлыков, Синнабон и многие другие. Вот она как делала, она стала хорошим специалистом, потом руководителем, это Мусхая ресторан. Потом, по-моему, директором не знаю, потом открыла небольшие кофейные точки, кофе-точки самозанятые. Потом стала предпринимателем, уже чуть больше открыла бизнес, это Синнабон, небольшой общепит. Потом уже вложила чуть больше денег на шашлыков, купила франшизу, и сейчас у нее уже много направлений, 6 ресторанов и где-то 150 сотрудников. И сейчас она уже может вот инвестировать в разные направления. Она работает не одна, работает в партнерстве с разными партнерами и с мужем. То есть вот они все в команду вместе вот так росли. Можно развиваться так, можно развиваться вот так. Напишите, пожалуйста, в комментарии, на каком этапе
уровне развития вы находитесь. Вы сейчас хороший специалист или самозанятый, напишите 1. Либо 0, вы пока не являетесь хорошим специалистом, самозанятым, напишите 0. Вы уже являетесь хорошим руководителем, чтобы под вами все ваши специалисты, сотрудники росли. Либо вы являетесь хорошим предпринимателем, под вами есть много доверенных людей, которые хотят работать с вами долгую. Напишите 2. Если вы на уровне 3, напишите 3. Если вы очень сильный директор, развиваете компанию, либо вы очень достойный бизнес, у вас под вами все отделы, все бизнесы, все развивается. Либо вы на уровне 4, как совладелец, либо как инвестор. Напишите в комментарии 1, 2, 3, 4. И я что бы советовал? Многие люди вообще хотят сразу быстро расти. Отсюда сюда. Из-за этого уже сразу страшатся, что это невозможно. Конечно, это невозможно. Можно развиваться постепенно. Сначала стать хорошим специалистом, допустим, 3 года посвятить свое время для того, чтобы стать хорошим специалистом. Потом 3 года, допустим, стать хорошим руководителем, посвятить дело для того, чтобы уже иметь хороший навык руководства людьми. Потом посвятить дело как директор, уже управлять всеми процессами от начала до конца. Потом, например, стать 3 года как совладелец и потом уже как инвестор. Итого, буквально за 15 лет вы можете добиться хороших высот. Все люди, которые это понимают, они постепенно, спокойно растут. Люди, которые хотят быстро самозанятый предприниматель сделать, а потом обратно все закрывают, потому что уже сами не справляются. Можно развиваться быстро по этому пути, либо по этому пути. Все требует времени, и поэтому можно спокойно, поэтапно в своем деле разбираться и там все выстроить качественно так, чтобы все под вами развивалось. На этом все. Напишите внизу еще в комментарии, понравилось или не понравилось эта тема. К сожалению, у нас флипчарт виден зеркальный, к сожалению. Я вот еще это выступление у себя на странице Инстаграма должен сделать в следующий понедельник. У себя на странице Инстаграма это выложу в нормальном виде. Страница Инстаграма у меня пишется, подписывайтесь, это Джулус. Джулус. Это Иванов и Иванов Джулус. Так, здесь зеркально видно, да? Вот так нормально видно, да? Джулус. Окей, найди. Хорошо. Вот, подписывайтесь на мою страницу Инстаграм. У нас есть разные семинары на разные темы. Есть семинары на темы, как стать хотя бы хорошим самозанятым. То есть начинать с малого, как здесь справиться. Есть отдельные семинары для тех, кто хочет с самозанятого вырасти, набрать сотрудников, запустить хорошую рекламу, чтобы уже иметь большой поток клиентов. Есть отдельные семинары, которые позволяют с уровня предпринимателя стать хорошим бизнесменом. С уровня предпринимателя вырасти до бизнесмена бывает очень сложно. Например, мы в Вилюйске с родителями очень, наверное, 7-8 лет посвятили для того, чтобы систематизировать бизнес, для того, чтобы была очень хорошая команда руководителей и сотрудников, специалистов. Там выстраивали систематизацию по ассортименту, по закупу, по рекламе, последние 3 года по финансам, по персоналу. То есть это очень сложная часть. Многие на этом уровне застревают, и им нужно вот сюда вырасти. Мы в основном занимаемся тем, чтобы сделать так, чтобы в Якутии было больше сильных самозанятых предпринимателей, либо сильных бизнесменов. И для этого есть разные семинары, разные консультации и обучающие курсы.
Подписывайтесь на мой Инстаграм, напишите там, кем вы хотите стать, напишите мне в директе, и что для этого, какой совет для этого вам нужен. Мы постараемся подобрать для вас либо консультации, либо семинары, которые подойдут больше для вашего уровня. Хорошо? Всем спасибо. Еще встретимся. Подписывайтесь на Инстаграм. iJules. До свидания.